С увеличением налоговых поступлений в районный бюджет администрации Джайрахского района удалось снизить показатели дотаций с 86 до 48%. Также поставлены на учет дороги, кладбища, мечети, газоводопроводные сети во всех сельских поселениях района. В Альгете построена школа на 240 мест, которая также охватит ребят из Гули и Ляжги, дом культуры и спортивная площадка. Заложены в бюджет района средства для реконструкции участков дорог Джайрах-Ремхи, Джайрах-Гарбани. В общем, это более 10 километров. Большим достижением считают реставрацию старинных башенных комплексов, разрушенного из-за подмыва воды склепа в Цории и завершение прокладки дороги до Столовой горы. Они сейчас занимаются именно там, протяженность большая, я имею в виду, там дорогу надо восстановить, чтобы в дальнейшем этот склеп не обрушился. Значит, к этому серьезно надо отнестись, и мы к этому сейчас более предметно подойдем. Я думаю, с Нового года нам ту рабочую группу, которую создали, она должна сейчас начать работать. 2 раза вот заседание вот этой рабочей группы, созданной по вашему поручению, было, и уже вот это хаотичное, там, ну, кто как захотел, да. это уже все. Нормально, как, да? И на Эгикале, и там полностью они получают авторское заключение, там, специализированное. У нас в республике нет, это и Крупновский центр, и Московский институт. То есть мы можем реставрацию делать официальным заключением, да? Да, разрешение они получают только в том случае, если есть авторское заключение. Но препятствий тоже нет инвестору. Нет, зачем? Там вот по вашему поручению именно те вот основные Эгикал, НИИ, вот как вот и Биш, на примере, именно те объекты, которые массово там сотни тысяч там туристов посещают, чтобы они видели быт ингушей, как это все происходило, кладбище, где продукты хранились, где люди жили, чтобы можно было на примере вот этих, их у нас больше 3000, и реставрация вот этих нескольких, я тоже считаю, что мы в любом случае будем продолжать это делать. Президент сам поручение дал. Там они вам жаловались, последнее совещание, которое под вашим руководством проходило здесь, что там труднодоступные, там, некоторые башенные комплексы, по вашему поручению мы с небюджетных источников эту возможность искали, мы им лошадей приобрели. Там же и вот этот основной маршрут, где у нас там очень известный такой храм Мятсел-И вот на Столовой горе. Мы эту дорогу пробили на Столовую все-таки. По словам Ахмеда Альянова, во всех сельских поселениях района проведена реконструкция уличного освещения с заменой ламп, что позволило сократить расходы на 30%. Проложено более 8 километров новых водопроводных линий. Заасфальтировано более 5 километров дорог. Также ведутся работы по устройству площадок для контейнеров под твердые бытовые отходы и установки очистных сооружений. Мы 3 многоквартирных дома, курорт Арымхи заставили, мою администрацию, ФОК, сейчас мы еще 2 администрации. Дом культуры у вас там. Да. Мы эти все объекты, у нас есть договор с ними именно на содержание, обслуживание, так как у нас нет специализированной организации. Природный ландшафт и местоположение, наличие культурного наследия делает Джайрахский район особенным и привлекательным, и он является главным достоянием республики. Глава региона отметил, что после ремонта лагеря Эрзи и строительства альплагеря оба объекта взял на себя меценат Михаил Гуцериев. Джайрахский район станет еще более привлекательным. Удобство, которое вы создаете, это очень важно. Я думаю, это достойно продолжения. И после этого, когда у нас проект делается на вот это у нас альпинисты, где останавливаются, вот там обязательно, я думаю, что Михаил Сафарбегович, он это доведет до конца. Мы с ним туда выезжали. Я думаю, через год, я думаю, там будет великолепно. И очень важное у нас, вот единственный такой лагерь в республике для детей, а там до 400 и более детей у нас могут отдыхать. Ужасное состояние. Я туда выезжал опять же. С Михаилом Сафарбековичем мы Гуцериевым выезжали. Он со мной прошел его, как и все объекты. И я полагаю, что июнь, я думаю, мы закончим его. Я говорил с министром Автодора Хаматхановым. До Таргима там дорогу он полностью ее обновит. Глава региона добавил, что благодаря грамотному руководству администрации муниципального образования и благотворителей развивается туризм и проводится работа по сохранению наследия башенных комплексов. Показатели роста, которые демонстрируются, должны набирать обороты и ускоряться. Муслим Ганиев, Новости 24.